Здравствуйте, дорогие друзья! Я уверена, что многие из вас давно знают Игоря. Он на протяжении многих лет помогает и спасает якутских хвостиков. Но вот сейчас ему самому нужна наша помощь. Еще до Нового года у Игоря случилось несчастье, огромное несчастье, пожар. Слава Богу, что и он, и его родные не пострадали, все живы. На момент пожара их дома не было. А вот животные, к сожалению, погибли. Погибло 5 любимых собак и кошки. Ничего не осталось. Теплое сгорело. Вот только еще сегодня не смог днем снять, потому что вчера не доделали, точнее доделали, но вода не пошла. Что-то где-то трубу заткнуло. Вот Сирик сидит, ждет кашу. Самый умный, красивый лабрадор на свете с белым пятном на груди. Вот Деечка, миниатюрная лаечка. Роза в ППЖ года 3 назад отдала, уже она умирала, у нее был энтерит. Я ее вытянул, выкопал. 10 дней лечились, привились. Вот сидит, живет, никому не нужна, сколько ее пиарили. Белочка, тоже с крыльца ППЖ. Эти все собаки стерильные. То моя, служит, кушать кашу хочет. Сейчас моя хорошая. Ой, моя хорошая. Вот рыжик, кобель хороший, незлобный, мерзнет, короткошерстный. Сейчас кушать будем. Нету кураторов, никого нету. Ни у этого, ни у этой. Это тоже белочка. Это белочка Лены Пономаревой. Тоже села до апреля. Вон поставки каши грызут. На сушке несколько дней сидели. Это мой орлик, переломанный, без хвоста. Милечка, Милечка, сейчас кушать моя будешь, сейчас все будете кушать. И кочерыжечка хочет, она в тепле жила, а теперь на улице. Нету тепла. Пожар – это страшно, это ужасно. Словами, в принципе, эмоции не передать. Кроме животных и того, что сгорел дом, пострадали еще коммуникации, свет, тепло. А в ужасные якутские морозы, минус 50 и ниже, без отопления никак. Вот регистры начали лопаться. И поэтому пришлось там на входе в гараж обрезать все. Вот это уже остыло и лопнуло. А вот это еще греет до последнего. Вот эта батарея на стенке, она еще была горячая. И она тоже замерзнет, ее разорвет, и мы останемся без отопления. От ужасного пожара спаслась только одна гаечка, которую еще щенком, переломанную в ДТП, Игорь нашел на улице. Вот, еще красивее стало. Вот такая важная, такая важная, красивая собака. Гаечка зовут. Гаечка? Да. Давай закрываем. Пискля гаечка. Гаечку. У нее еще тут вот на лапке. Я сейчас таблетки пюне оставлю. Сделали операцию ей в Поливете, собрали. 2,5 года ей нельзя было ходить, и он выходил ее. И вот сейчас такая беда. Она очень сильно пострадала в пожаре. Та сторона еще хуже. Вообще задница полная. Полная задница. Еще там лапа тоже. Тут начался некроз. Сейчас гаечка опять лечится. По 2 раза в день Игорь возит ее в клинику. Ей срезают некрозные ткани, очень сильный ожог спины, лап, ставят капельницы и обрабатывают всю вот эту обгоревшую поверхность. Ситуация очень
сложная. Никто никаких прогнозов из врачей не дает. Но руки они не опускают. Лечение продолжается, и мы уверены, что гаечка должна и тут выстоять. Она боец. Но все эти манипуляции, конечно же, очень финансово затратные, поэтому мы обращаемся к вам и просим поддержать и помочь Игорю после случившегося несчастья. Давайте все вместе поддержим нашего Игоря финансово. Сейчас ему очень это необходимо.